И всем привет, меня зовут Сергей, мне 30 лет, я живу в городе Якутске, у меня ихтиоз. Многие люди говорят то, что они болеют ихтиозом, что их дети болеют ихтиозом, но, на мой взгляд, это не совсем правильно, потому что мы родились с ихтиозом, мы живем с ихтиозом, потому что ихтиоз всегда с нами, и он никуда не уйдет, потому что ихтиоз не лечится, его можно успокоить, его можно как-то контролировать, вот, но это очень сложно. Это видео я снимаю для себя, во-первых, посмотреть, анализировать что-то, и хочется выговориться, сказать, что думаю, да, потому что нет у меня друга, который болеет, либо подруги, которая болеет с ихтиозом, с кем можно было обсудить это. Вы, наверное, скажете, можно это обсудить с дерматологом, с мамой, с родственниками, но это заболевание, я думаю, сложно с кем-либо обсудить, с человеком с нормальной кожей, вот, точнее, не слишком сухой кожей, вот, и обсуждать с человеком, который болеет, например, псориазом, тоже сложно, потому что у него другое заболевание, не как у нас, вот. И это видео еще ответ многим людям, которые мне пишут. Я состою в нескольких группах в социальных сетях, например, ВКонтакте, группах для людей, которые болеют ихтиозом. В основном это группы созданы для родителей, у которых дети болеют, ну, точнее, у которых есть ихтиоз. Ихтиоз имеет много разновидностей. Что такое ихтиоз, я рекомендую вам почитать, погуглить, узнать, что такое ихтиоз и какие есть разновидности ихтиоза. У меня врожденный вульгарный ихтиоз плюс атопический дерматит и сопутствующие заболевания к нему. Со слов мамы, я как будто родился в коконе. Пленка была похожа на пергамент, со слов тети. И у меня был сильный выворот век. Вы сейчас, наверное, смотрите, например, вот многие родители заходят на мои соцсети, смотрят и думают, что у меня хорошая кожа. Я им всегда отвечаю, то, что я фотографируюсь, когда у меня все более-менее нормально. И чтобы иметь такую кожу, нужно много работать. Каждый день мазаться. То есть нужна дисциплина, нужно чувствовать свою кожу, ощущать свою кожу, работать над своей кожей. И в день это занимает очень много времени. Например, я, когда проснулся, не могу сразу выйти на улицу. Это могу себя, как бы это сказать, от смены температуры, например, зимой, да, кожа чувствительная у нас, могут появиться трещины. От этого очень болезненные ощущения, от которых сложно потом как-то избавиться. Поэтому перед тем, как выйти на улицу, мне надо 15 минут или 10 минут намазаться эмульсией. Вот. Сейчас у меня начинается зимнее обострение. Лицо сушится очень быстро. В течение 40 минут, например, уже кожа, ощущая, как она, как это объяснить-то по-русски, как будто тебя тянут сверху, как бы берут твою кожу, так делают, и ощущаешь, как она трескается, как появляется чешуя. Вот родители своих детей называют рыбками, а когда я был маленький, нас называли ихтиандрами. И поэтому у нас на коже появляются такие чешуйки маленькие сначала, потом оно еще сильнее сушится и как-то появляется кровотечение иногда. Вот, поэтому надо защищать свою кожу постоянно. То есть нельзя просто так выйти на улицу. И даже своим родным сложно объяснить, почему я не могу просто так что-либо сделать. Типа, сходи в магазин, да, то есть для того, чтобы сходить в магазин, нужно тоже намазаться хорошенечко. Особенно это летом.
Для меня самое сложное время года — это, наверное, весна. Я записал несколько вопросов, которые у меня часто спрашивают родители. Ам, Частый вопрос — это как относились мои родные и мои родители к моему заболеванию. Один человек спросил у меня, ну, этот человек, я не буду там показывать скриншоты этих вопросов. Один человек написал, даже нет, даже 4 человека написали, что а, даже их знакомые не знают то, что их ребенок болеет ихтиозом. Одна женщина сказала, что перед тем, как публиковать фотографию, она фотошопит ребенка, то есть как-то сглаживает, говорит, что использует фильтры. Вот. Я так посидел, подумал, и я вообще не помню, чтобы мои родители скрывали, что у меня ихтиоз. Они всем рассказывали, что мой ребенок болеет ихтиозом. Они меня фотографировали, показывали людям. Вот, например, недавно разговаривала с отцом, он говорит, что... я у него спросил, а вам действительно не было стыдно, что я такой, вечно в чешуйках, красный, да, безумно красный. Отец сказал, что он не хотел, чтобы у меня были комплексы. Он сказал, что надо смириться с этим и принять это заболевание. То есть они уже, когда я родился, они уже понимали, что я буду с этим заболеванием жить, и они меня уже готовили к этому. Например, когда я был маленький, мама говорила всегда, что люди могут меня не понять, могут меня как-то отсеивать, не знаю, какие сложные слова, которые трудно сказать эти слова, как бы сказать, сложно жить с этим заболеванием. Например, во время обострения, вот перехожу на тему, извиняюсь, просто свои мысли говорю. Когда у меня обострение, я становлюсь безумно красным. И лицо, например, в чешуйках, руки в чешуйках. У нас руки у всех у ихтиозников какие-то, как у старого человека. И начинаются вопросы. Когда я безумно красный, меня спрашивают: ты болеешь, ты заболел чем-то, у тебя аллергия, либо ты перепил, что ли, либо ты уснул где-нибудь на пляже. Я всегда на эти вопросы смеюсь, то есть не люблю объяснять кому-то, что у меня ихтиоз, потому что это занимает очень много времени. Советую всем родителям, где родится ребенок с таким заболеванием, либо ваш ребенок болеет этим заболеванием, готовить ребенка к взрослой жизни уже с малых лет. Надо признать это заболевание, надо принять это заболевание. Учить ребенка дисциплине, например. Как он проснулся, надо намазаться. Если кожа, например, покрылась коркой, надо ее скрабом убрать. Тоже надо ребенка учить этому. И надо еще ребенка подготовить, отвечать на вопросы, отвечать на оскорбления, на издевки. Подобное. Если вы спросите конкретный вопрос, я могу ответить. Пишите в комментариях, либо мне в сообщениях. Запишу, возможно, еще одно видео, если это будет кому-то интересно. Еще иногда пишут, как дела с спортом. Когда я был маленький, у меня кожа была безумно сухой, она безумно трескалась. Когда я был маленький, многих кремов не было. В аптеках практически не было. То, что мне давали, эти крема были очень такие... Это даже не крема были, это были мази, они были, как бы это сказать, вообще мне не помогали. У меня кожа безумно трескалась, и бывало такое, то, что я не мог нормально бегать, нормально ходить. Я помню, что один раз у меня было безумное обострение, после этого мне приходилось очень медленно ходить, потому что мне было безумно больно. Всегда где-то кровотечет, где-то что-то гноит немного. Это все надо было убирать. И так как я жил в деревне, у нас не было водопровода, маме или бабушке приходилось
подогревать воду для меня, потому что я был маленький, и мыть меня иногда каждый день. Это тоже сложно. А спортом я не занимался до 25 лет. Еще у меня была автотравма, я не мог тоже ходить в спортзал. И когда вот мне исполнилось 20 лет, я начал уже контролировать свою кожу, когда кожа более-менее успокоилась. 25 я пошел в спортзал, или 26, наверное, пошел в спортзал и начал медленно заниматься. Но перед тем, как заниматься спортом, нужно тоже хорошо намазаться. Я всегда мажусь эмульсией иностранной, плотно, жиденько мажетесь и идете в спортзал. И вот благодаря спортзалу, кстати, у меня появился пот. Многие, наверное, будете смеяться, но у тетеньков нет пота. И даже когда вот маленький пот появляется, ты уже чувствуешь себя как-то более-менее, типа, радуешься этому, то, что кожа немного увлажнилась. Сколько я мажусь? Я мажусь, когда я проснулся, днем. Я еще мажусь перед сном, точнее вечером и перед сном. Лицо я мажу в зависимости, как сушится оно или нет. Типа стала кожа сухой, я сразу мажусь. Когда я мажусь, я жду, когда оно впитается, например, 10 минут жду, стою, жду, чтобы оно все впиталось. По поводу питания. До 20 лет я часто сидел в строгой диете, и бывало то, что я, например, я же человек, мне же тоже хочется сладкого. Например, скушаю одну конфетку, и прям безумная аллергия, вся кожа покрывается. Вот эти пятна аллергические, вот уже зуд появился. И когда я лечился в Москве с Никвей, там один профессор мне сказал, что надо мне поменять питание. Он сказал, что не надо сидеть на строгой диете, надо кушать от всего понемногу, чтобы кожа, точнее, чтобы организм не шокировался от, например, маленькой конфетки или красного яблока. Но если у вас будут вопросы, пишите. Это видео я записал спонтанно. Я давно собирался записать данное видео. И как-то, не знаю, спонтанно решил начать. И хочу начать с малого знакомства. И тетеньков прошу быть открытыми. То есть не надо закрываться в себе. Надо быть открытым, рассказывать о себе. Всем желаю добра, здоровья и увлажненной кожи. Спасибо.